За короткий исторический срок край аратов-кочевников превратился в республику с развитой промышленностью, высокомеханизированным сельским хозяйством и социалистической культурой. Кызыл. Митинг, посвященный 30-летию Советской Тувы, открывает первый секретарь обкома партии Шершен. Человек удивительной работоспособности и трудолюбия, внесшим огромный вклад в развитие Тувы. Григорию Чодовичу Шершену, первому секретарю обкома КПСС Тувы, видному общественному политическому деятелю, в этом году исполнилось 90 лет. На своем посту он сумел привнести множество нововведений в профессиональной политической работе. Родился 5 августа 1934 года в селе Нарын Эрзинского района в семье арата. Я родился в Нарине, это в августе 1934 года, в семье арата. Отца звали Шершин Джооту Тондубович. На все руки мастер был. Животновод, естественно, охотником, потом строителем, когда уже колхоз там начал создавать, строил он. Любил общественные мероприятия, член Народно-революционной партии был, потом в 1944 году вступил в ряды Коммунистической партии Советского Союза. Мать Шершима Джоду, немножко схожая с отцовской фамилией. Она рано умерла, ей было 55 лет. От инсульта. Очень такая доброжелательная, гостеприимная, такая была наша мама. В семье было 7 детей. Средний сын при рождении был назван Доржу. Старшая Шулу, она в 1923 году родилась. Вот, она старшая помощница мамы. Вот, она мастерица была. Брат Нурзат любил заниматься общественными делами. Когда в Верхнем Нарине ТЖ-7, товарищество по совместному ведению животноводства земледелия, его назначили бухгалтером этого хозяйства. И он все время этим занимался. И когда в Нарине создали колхоз «Путь к коммунизму», он стал бухгалтером, экономистом этого хозяйства, всю жизнь этим занимался. Следующий, старше меня Очур, он рядовой такой простой человек, строитель, дома на чабанских стоянках, в колхозном центре, общественные помещения там строил он. А потом я, после меня сестра Матахма и брат Сирып, они двойняшки. Вот. Сестра после окончания школы работала в детском саду, воспитателем, там долгое время работала. Всю жизнь она отдавала воспитание, выращивание детей. А вот этот брат механизатором был, значит, всю жизнь геномификацией работал, механизатором. Младший брат Кызылол Академию Тимирязева окончил, работал в Министерстве сельского хозяйства. Одновременно то меня работал в обкоме партии инструктором, в профсоюзах работал. Вот 7, получается, человек. Вот такая, так сказать, семья отца, матери. Учились мы в школе, 3-4 человека, у всех было имя Торжу. И вот это учитель зовет Торжу, все вскакивали. И тогда учительница дала нам всем русское имя. Значит, одному Николай, другому Александр, вот мне попалось Григорий. И вот так Торжу, Серен Торжу стал Григорием. Вот такая история. И вот так, значит, период оформления документов, свидетельство о рождении, вот так переделали его на Григория. И получился я Григорий Чодович. Трудовую деятельность Григорий Чодович начал секретарем Народного суда. После прохождения службы в рядах Советской армии и по окончанию Кызыльского педагогического училища пришел работать учителем в Маренскую школу Эрзинского района. Служил я в Западной Украине
Западный, Владимир-Волынский, такой город, на границе большой. Там артиллерийские части, вычислителем, наводчиком я был. После службы с армией приехал учительствовать в Мариинской средней 7-летней школе. Там находился учителем истории, географии, параллельно пионервожатым работал, ребятами занимался. В это время, вот в 1956 году, Лидия Гирилловна туда приехала. Значит, познакомились, она фельдшером медпункта после окончания медицинского училища в городе Кызыле. Она родилась у Стуса, Хакаси, это территория Красноярского края в то время. Там училась, и потом Усинская долго занималась. 7-летку окончила, оттуда в Кызыл приехала, и здесь окончила со своей подругой. Полина такая, но Хакасская тоже здесь, они окончили медучилище, и вот она туда, мы приехали. И мы поженились в 1957 году. Воспитание семейной жизни в основном на Лидии Гирилловне. Не хватало времени для семейного воспитания. Но субботу-воскресенье, конечно, старался вместе с ними быть, помогать, поддерживать. Дети, на мой взгляд, понимающие так, всю жизнь, общественную, партийную жизнь, государственную жизнь. Отца понимала, что это надо, так сказать, поддерживать, надо, так сказать, быть самостоятельными, чтобы они сильно не опекали их со стороны, чтобы учились самостоятельной жизни. Григорий Чодович проработал на руководящих должностях в комсомоле, в том числе первым секретарем Эрзинского райкома, Кызыльского горкома и обкома ВЛКСМ. Активная работа по идейно-политическому и трудовому воспитанию молодежи приводила в единство все направления воспитательного процесса. В 1964 году Григорий Чодович заканчивает высшую партийную школу. В 1967 занимает пост заведующего отдела пропаганды и агитации Тувинского обкома. В 1972 году становится секретарем Тувинского обкома КПСС. И в этом же году заканчивает Академию общественных наук при ЦК КПСС с получением научной степени кандидат исторических наук. В 1973 году, после смерти Салчака Токи, избран первым секретарем Тувинского обкома Коммунистической партии Советского Союза. Центральный комитет партии прислал человека, специально приехал. Значит, приехал побеседовать, послушать мнение членов бюро руководителей. Он со всеми поговорил. Тогда Михаил Глач, Мандме, член бюро, Тольджанма Байхрашевич, член бюро, представитель президента Верховного Совета, Хиртек Амирбидовна, конечно, его мнение тоже слушали. Другими членами бюро, видимо, беседовали. Тандород Кокунаевич, тогда секретарем обкома по идеологии было. Со мной, конечно, беседовали, говорю. Я назвал, конечно, некоторых товарищей, вот подходящие, вот 1-2 человека назвал. Через некоторое время вызывает меня в Москву. Приехал Капитонову, секретарю ЦК по организационным кадровым вопросам. Он вызывает меня, приглашает, побеседовали. Я тут же сказал, есть ведь люди другие, вот более старшие, опытные. Назвал тоже некоторых товарищей. Но он говорит, ну вот видите, членом бюро вас называют. Мне было 39 лет всего в то время. Один из самых молодых секретарем обкома стал. Вот такая история. И стал я первым секретарем обкома. 6 июня 1973 года. В период пребывания в должности первого секретаря обкома партии в Туве образовывались разные промышленные предприятия. Развивались местные кадры инженерной направленности, масштабно строилось жилищное строительство. С непосредственным участием центральных учреждений Госплана СССР и РСФСР шла работа по проблемным вопросам развития республики. Когда уже меня избирали первым секретарем, безусловно, стал вопрос дальше как.
значит, жить, что делать. Это вопрос не такой, не праздничный был, вопрос серьезный. Хотя я тоже был в курсе всех проблем республики в целом-то. Но главной задачей стали, чтобы Тува не остановилась, чтобы дальше развивалась, дальше двигалась. Что надо делать, допустим, в каких направлениях, в каких отраслях. Я никак не преувеличиваю. Первым делом подумал, надо провести хорошую научную практическую конференцию о дальнейшем развитии республики. Посоветовался я членам бюро, секретарями обкома. И вот такую конференцию подготовили, мы провели в 1974 году в Доме народного творчества, тогда политпросвещение называлось, участием ученых. Аган Пегян, Абель Гезович, крупный ученый, экономист, Кузнецов, крупный экономист, представители Госплана, СССР, РСФСР, провели конференцию, там проблемы республики, все буквально использование природных ресурсов, создание необходимой базы для развития экономики, культуры, значит, вот, подготовка кадров, значит, ну, все, буквально все отрасли, что можно было бы делать. Даже названы там объекты конкретные. Для меня было это очень серьезный вопрос. Поехал я с этим рекомендацией в Москву на прием Брежневу Леониду Ильичу. Сидим, несколько человек приемный. Он где-то, Леонид Ильич где-то был, генеральный секретарь ЦК. Он свой кабинет через приемный сошел в Кремле. Он веселый такой, сошел, говорит, посидите всех, я вас всех приму. И третий меня приглашает, дверь открывается, Леонид Ильич встает навстречу, он пришел, обнял меня, пригласил, сел, длинный стол, и он напротив сел, и я вот напротив длинного стола сел. Но рассказывай, молодой секретарь, вот он так начал. Ну, я коротенько рассказал все это. Вот у нас вот просьба, Леонид Ильич, мы провели научную практическую конференцию, значит, обозначили проблемы, как на Туве дальше надо развивать, что надо делать, все. Просим вас поддержать нас. Он, конечно, поддержим, конечно, поддержим. Он говорит, значит, как ваши овечки, говорит, спросил он. Овечки ваши? Он сейчас встречался только, видел. Вот посмотри, говорит, ты позвони Кунаеву, говорит, у него есть преградный метод ведения животноводства. Изучи этот опыт, говорит. Ну и поговорили о делах, и вот, желаю успеха, значит, тебя, и обнял меня, я тоже из кабинета вышел. И вот поддержку получил. Я поддержу тебя, оставлю, значит, эту рекомендацию в себе на столе. Следующий день пошел я к Косыгину. Алексей Николаевич, председатель Совета министров СССР. Он принял меня так же, очень хорошо. Он такой строгий, немножко отличается от Леонида Ильича, вот, строгий. Тоже поговорил, да я ему рассказал, что к чему. Он спрашивает, как у вас там асбестовый комбинат? Октябрьские комбинаты в первую очередь сдали в 1964 году при Толке. Я тогда там работал начальником молодежной бригады, штаба. Я рассказал, вот строится вторая очередь комбината, мощность очень высокая, большая. Год 150 тысяч асбеста, 1000 тонн асбеста строится. Поговорили там, значит, о других делах. И сказал, что поддержим. И вышел постановление ЦК партии в 1976 году. ЦК КПСС и Совета министров СССР совместное постановление о развитии производительных сил Тувинской АССР. Вот такое постановление. В принятом постановлении вопросы развития экономики и культуры Тувы определялись таким образом, чтобы создавались все условия для преодоления различий по сравнению с другими регионами.
Очень много было сделано. Там строительство, развитие связей со всей Россией, освоение месторождения Аксукское, которое сегодня осваиваться начинает. Значит, вот там постановление. Улухемский угольный бассейн сначала освоение. Меджигейский угольный бассейн тоже в это время. Вот это Тасыкское месторождение лития, вот это в Иртинском районе включен был. Паянготские нефелиновые руды, значит, на территории Хатчика тоже было, значит, включено. Улугданзекское месторождение, Верховье Эрзина, очень богатейшее месторождение там находится. Строительная индустрия, значит, создание крупной базы ЖБИ, то есть железобетонных изделий. Кирпичные заводы, вот в правом берегу кирпичный завод в то время был. Усть-Легостинский кирпичный завод. Значит, 150 миллионов построили мы, значит, механизированные, 7 линий, автоматизированные, все было современнейший, значит, кирпичный завод. За счет продукции этого завода, значит, мы Багран отряд построили, и многие дома города Газели. Там строительный комбинат, 80 тысяч квадратных метров жилья. Антонов первый руководитель. В постановлении указано получение большой энергии Саяно-Шушенский ГЭС. Тянули мы электролинии Торзина, Хахемские дальние районы, Чадана до Хандагайты. Ну и большой вопрос решался в это время. Кызылский ТЭЦ перевели мы на ТЭЦ. Теплоснабжение. Параллельно электроэнергией обеспечение теплом города Кызыла. Новые котлы поставили на ТЭЦ, новые турбины. И вот южную часть вот это потянули, вот эту трассу обеспечения до этого аэропорта, на уровне аэропорта. То обеспечивало себе молоком, мясом, хлебом, мукой обеспечивала. Мелкомбинат молол, готовил, муку делал в год 45 тысяч. Площадь зерновой культуры 180 тысяч га. Это огромное количество. В год, 86-й, 90-й год в среднем производили мы 135 тысяч тонн зерна. Ну, строительно-промышленной части, что можно сказать, мы завод построили, одно изделие военного назначения, и вот аян приемники делали. В районах в это время, значит, новый мясокомбинат, мулзавод, Паромия, Кызылмажелика, молокозавод, мясокомбинат. Мясо даже Иркутск отправляли мы, межобластные поставки. Советтин диванын амтары қасиянсы талалу. Байырлардың күнерінде Кызылды толтыр жойылған біздің танышқанымыз, база танымазыз Спокой Чонды. Омақ көңілу, бұрынға әктепшілдерін, қайны ішқының көкжілдерін. Через некоторое время, значит, еще одно решение было, я хочу это подчеркнуть, привлечены вот как раз 15 республик областей. Новые города строятся с помощью всех союзных республик. Около 40 наций и народностей живут, трудятся сегодня в Туве. Да, стена Саянских хребтов теперь не отгораживает тувинцев от большого мира, как это было веками. Накануне подготовки мне пришлось встречаться с первыми секретарями Московского горкома, Ленинградского горкома, Красноярска, Алтая, Харьковской области. Значит, включить их в постановление о оказанию помощи республике. Они согласны дали, кто-то немножечко так вот так, а кто-то, конечно, надо помочь, Туве. Поздно вступил в состав Советского Союза, поддержали. Что сделали, допустим, Красноярск край, Ленинградская область, Московская область и Горький Высот. 4 школы построили в Газели. 4 школы. 4700 мест. Это же огромно. Своими средствами, своими специалистами. Теперь
этот Ангарский бульвар откуда появился-то. Я бывал в Ангарске, город Иркутский специально. Тогда Сергей Левченко работал там, губернатором, который работал. Включили план вот это оказание помощи, строительства жилых домов. И строили оттуда материалы, стеновые материалы, крупнопанели, грузили железной дорогой, а пока разгружали, опять на машину грузили, вот так на обе стороны машины складывали. Привезли, построили нам 34 тысячи квадратных метров Ангарский бульвар, вот она. Это помощь иркутян, Ангарска. Надо было 75 тысяч. Половину сделали после распада Советского Союза, они уехали. Саратовцы помогали, опытную станцию «Центр» построить. Два решения Центрального комитета, вот, с 1976 года, 1985 года, они играли огромнейшую роль. Конечно, они не так просто появились, конечно, надо было руки, ноги делать, ходить, готовить эти материалы, там, находиться в Москве, там, значит, кое-кого надо уговаривать. Ну, в общем, нас Центральный комитет партии понимал очень хорошо. Сегодняшний день начинает отсчет новой истории Советского Союза. Бывшего Советского Союза. Единого государства, занимающего 1/6 часть суши, больше не будет. Перестройка 90-х годов коснулась всех и изменила атмосферу всей жизни граждан Советского Союза. Расширялась гласность, сталкивались разные точки зрения, развивалась критика и самокритика. Было много проблем и вопросов, требующих решения. Ну, 90-е годы, конечно, тяжелые. Это трагедия. Трагедия. И, конечно, в Туве приняли очень тяжело. Партию запретили августа месяца. Безработные все. Но кое-что можно было бы сохранить. Вот я размышляю, думаю. Вот в сельском хозяйстве, например, вот Ишкисар Арахчаевна сохранили свое хозяйство в дальнем районе до сих пор. Даже она могла сохранить колхоз свой. А могли ведь это, значит, другие грамотные специалисты, это директора совхозовые специалисты, могли бы сохранить часть хотя бы центральная, крупная. А вся техника, компания ушли со Саян. Был бы в Компартии, не допустил бы. Не допустили. Что-то сохранили бы это. Ну, кое-что можно было бы сохранить. Но базовая часть, социальная база коммунальных хозяйств, допустим, кадры наши, медицинские, там, образовательные кадры, они все-таки остались. Можно дальше развивать. Вот. Потери были огромные. Это тяжелейший удар был республике. Вот. Я об этом писал центральную правду, партийную газету. Значит, что происходит в моей родной Туве. Вот даже такая статья есть, центральная партийная газета. Все я описал, как вот разваливалось все это дело. Но постепенно кое-что начали делать. Пережили, конечно, тяжелейший период. Значит, сохранили социальную сферу республики. Там вопрос стоял, даже потерять социальную сферу могли. Медицину все-таки сохранили. Хорошие люди работали. Вот, допустим, Сидик Николай Васильевич, вот очень много, вот, Апанас Курбаевич, Кануников, Козлов, русских очень много. Тува в то время в Советском Союзе рождаемость занимала число 3 в Советском Союзе в то время. На 1000 населения 34. Население Тувы, да, в 1944 году 95 тысяч было, из них 80 тысяч тувинцев, 5 тысяч других национальностей. А в 90-м году, вот до разрушения Советского Союза, тувинцев стало 200 с лишним тысяч человек. Средняя продолжительность жизни в 1944 году было 49 лет всего. Тувинцы умирали. А в 90-м году стало 64. Вот рост. Вот это главный результат социалистических преобразований в Туве. Это просто этим надо было гордиться. Это многие вот это не знают. Образование, если взять, не полное из высшего образования, на 1000 человек имел 850 человек в 90-м году.
Это показатель роста нашей республики, показатель развития нашей образования. Вот советского периода. Вот главное образование и медицина, если взять. Вот только это. Вот это, конечно, остается, его не разрушишь. Это достижение остается. Но я хотел сказать, что очень прекрасные кадры работали. Вот руководителям колхозов, совхозов я называть не буду. Там более старших это Печенол, Нацикторжу, много Шалы, там, допустим, Шолшин Михаил, там, значит, там Донточинский руководитель, директор совхоза, значит, это много прекрасные руководители были. Прекрасные специалисты колхозов, совхозов работали. И специалисты, строители. Вот строители, например, Кыргыз Мадрол. Отец Кызылстроем командовал. Сейчас отец сын министр Артыш. Это его сын. В отцовской линии пошел Артыш. Вот. И сейчас, теперь Остапец Иван Александрович. Тоже, значит, крупный специалист был, значит, вот Кызылом занимался, строили. Театр, значит, построили за 2,5 года. Много можно рассказывать, но все это делалось, так сказать, руками, умом, так сказать, наших руководителей, специалистов. Обком очень дружно работал, Советом министров. Так что вся эта работа была, можно сказать, трудом, значит, этого большого коллектива руководителей и специалистов, значит, различного уровня республики, города, районов. Вот. Поэтому вот, я вот так для себя думаю, вот юбилей отмечает, вот Шишин там один все делал, так вот нет, конечно. Григорий Чудович после 90-х годов работал советником первого заместителя председателя правительства, представителем президента Республики Тыва по связям с Монголией, с правами заместителя главы правительства по развитию экономических и культурных связей Тувы с Монголией. В начале 2000-х годов являлся депутатом Верховного Хурала парламента Республики Тыва, одновременно председателем комитета по бюджету, налогам и финансам, принимал активное участие в защите бюджетных средств в федеральных структурах. Я тогда работал руководителем в Великом Хурале и потом в бюджетном комитете Верховного Хурала. В Москву часто ездил, и Сергей Дзигович вместе защищали бюджет республики. Бюджет республики не хватало денег. Хотя бы обеспечить социальной сферы, учителя, врачей, вот это. Борьба самая настоящая была в Москве. В Туве представительства Монголии не было. Наши ездили в Иркутск, генеральное консульство Монголии Иркутска. Дорога, трудности, связи развивать очень мешало это все. И вот возник вопрос, значит, создать, значит, представительство консульства. Совет министров поднимал вопрос при Шерго Дзиговича. С Монголией связь имели по этим вопросам правительством Российской Федерации. В 1994 году создано было значит, представительство Монголии, консульство Монголии. Первым представителем был Менгам Байер. Приехал, я его встречал. Я в то время работал представителем президента по связям Монголии. Как раз мне было поручено, я этим занимался. А потом в 1998 году вот генеральное консульство на этой базе создано. Сейчас существует вот здесь вот. Раньше детская поликлиника была, небольшое помещение. Григорий Чудович – личность яркая, как и ярок в нем труд, опыт и знания. За заслуги перед страной награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, медалями СССР, орденом и медалями Республики Тыва, а также орденом Монголии. Его имя занесено в книгу «Заслуженные люди Тувы». Член Коммунистической партии с 1958 года, один из активистов восстановления местной организации КПРФ. Партию Ельцин запретил. И руководство Центрального комитета Зюганов Геннадий Андреевич Конституционный суд дал Зоркину, представитель Конституционного суда России.
значит, что партию неправильно запретили. Ельцин неправильно запретил партию. И судились, значит, и решение приняли заново создавать, начиная, значит, первичных партийных организаций. Значит, и начали заниматься 1993 года. Я участвовал в этой работе создания, восстановления партийной организации в Туве. Участвовал, съездил на восстановительные съезды в Москву. И здесь занимались. И вот КПРФ с тех пор, Коммунистическая партия Российской Федерации 1993 года восстановилась. Ныне Григорий Чодович продолжает принимать активное участие в жизни региона. Это, наверное, интерес вот в общественной жизни, привычка детства, привычка с периода работы в комсомоле, партии, там, значит, вот в Верховном Урале, Великом Урале, общение с людьми. Ну, я не хвастаюсь. Я, например, вот каждый день смотрю сайт правительства, сайт Верховного Урала, сайт города, ведущих министерств ведомств, ну, уже не говоря московские сайты, мира. Постоянно слежу, что происходит в Туве. Я могу даже, что произошло вчера. Вот эта привычка, вот этот вот общение через интернет, общение через людей, он подтягивает человека. Вот я по-другому никак не могу. Григорий Чодович является членом рабочей группы по подготовке к 80-летию добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР. Огромнейшие события, и в том числе Тува развивалась в составе Советского Союза 47 лет. Тува сделала огромнейшие достижения. Переход на новые условия жизни. Но я должен сказать, что вот сейчас правительство же очень много делает. План утвердили по этому вопросу, по национальному проекту, по программе индивидуальной программы развития республики. Охвачены все отрасли, все проблемы охвачены. Развитие сельских территорий, там, значит, благоустройство, образование, культура, там, значит, дороги, масштабно, очень грамотно, значит, вот это все. Я даже вспоминаю руководство республики такое, мне кажется, такой партийный, своеобразный партийный стиль. Я примерно так, кто партийный. Это связь с народом, связь с людьми, обратно связь с людей. Вот это принцип партийной работы, вот такое было. Я радуюсь, что делается республика, и что республика не в состое. В чем секрет нашей крепости, спрашивает? Ну ты расскажи, я все рассказал.